Правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму. Защитник заместителей Меджлиса, адвокат Николай Полозов, которого вчера на 2 часа похитили представители ФСБ, считают, что следует ожидать еще одной волны репрессий против крымских татар. А председатель Меджлиса Рифат Чубаров сегодняшние события назвал русским фашизмом в оккупированном Крыму. Видно, что оккупационные власти преследуют сразу несколько целей. Первое – это попытаться запугать крымско-татарский народ. Второе – они хотят просто напугать адвокатское сообщество и оставить крымских татар, политзаключенных, без адвокатской защиты. Ну и, разумеется, они так мстят. События последних дней в Крыму показывают, что российская власть избрала новую тактику. Теперь это не только преследование политических активистов, но прежде всего удар нанесен по их защитникам. Вчерашнее мое похищение сотрудниками ФСБ и попытка осуществления допроса, сегодняшнее задержание и обыски у адвоката Эмиля Курбетдинова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий, усиление этих репрессий, и российская власть сейчас ставит своей задачу прежде всего зачистить защитников, которые осуществляют защиту людей по этим уголовным делам. Я не исключаю, что в отношении Эмиля в конечном счете могут быть возбуждено уголовное дело. Все это происходит на фоне абсолютного молчания со стороны Федеральной палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что, безусловно, развязывает руки российским силовикам. Я ожидаю, что в этом году будет новый виток давления на, прежде всего, тех граждан Украины, которые являются крымскими татарами. По всей видимости, нас ожидает череда, в том числе уголовных дел, в отношении членов Меджлиса. Как раз перед этим новым витком репрессий и идет зачистка адвокатів. Безперечно, це викликає страшне занепокоєння, і ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади проти незалежних адвокатів. Один з них, до речі, є громадянином Російської Федерації. Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування, яка вже протягом 3 років триває на півострові, про посилення тиску на кримсько-татарських лідерів, на посилення тиску релігійних активістів та незалежних журналістів та адвокатів.